Итак, мои друзья, дорогие подписчики, вот на самой макушке видим остатки башенных комплексов жилых. Смотрим сюда. Вот здесь огромное количество жилых башенных комплексов прямо на краю скалы. И что я хочу вам показать, посмотрите. Опа! Ущелье. Вот такая вот сигнальная башня. Ее специально зафиксировали, чтобы во время землетрясения она не рассыпалась. И посмотрите, здесь. Это все, что осталось от башенного комплекса. Вот такие вот. Каждое место, в каждом уголку этой нашей прекрасной родины. Башни, 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 склепы захоронения. Вон здесь примерно на высоте почти что метров 800 башенный комплекс. И вот так величественные башенные комплексы везде. Я просто удивляюсь, насколько, ладно, понятно, стратегически важно построить башни жилые, боевые сверху, да? Я это все понимаю. Но, друзья, чтобы брать воду вот здесь, да, в этой речке, и поднимать его вон туда, вон на эти скалы, чего этого стоит, конечно. Это неимоверный труд. Это, конечно же, это реально круто, друзья. Это круто, это показывает, насколько трудолюбивые, боевые волки были наши предки. Построить, ну, хорошо, взять здесь воду и подняться, посмотрите, вон туда, посмотрите, вон туда наверх, туда подняться и принести воду. В повседневной жизни каждый день используется вода, нужно пить, нужно делать омовение. И самое главное, тропы оттуда, чтобы оттуда спуститься, это насколько нужно было быть. Посмотрите. Вот она, башня. Высота где-то, ну, может быть, метров 200-300, да? Башня находится. Посмотрите. Вот она. Прямо на обрыве, на утесе. И отсюда, вот отсюда таскать воду. Вот она. Наша прекрасная река Аргун. Подниматься туда. Это, конечно же, сильнейшая сила воли. С учетом того, что это делали женщины. Это насколько стойкие они были, просто не передать. И я почему здесь иду именно пешком? Просто, чтобы было понятно, что здесь нету таких свободных подъемов, где можно было бы подняться и набрать воду, спуститься. То есть это просто невообразимо. Вы должны понимать, насколько воительницами, насколько сильными были чеченские женщины, в первую очередь, которые поддерживали очаг дома, которые готовили поесть. А если дети, а если большая семья, там огромное количество воды в день как минимум. Ну, может быть 5, 6, 7, а того и больше раз нужно было спускаться, набирать воду. Это просто не передать. То есть я вот подхожу в надежде увидеть тропу, но они просто недоступные места. Ну посмотрите, где находится эта жилая башня. То ли жилая, то ли боевая. Здесь один этаж остался, да? Посмотрите, высота его. Как оттуда спуститься, взять вот отсюда с Аргуна воду, с Орги,
и подняться обратно. То же самое здесь. Вот посмотрите, на каком острие. Прямо на краю. Это такое острие, которое фактически недоступно. Попытаюсь вам показать его с другой стороны. Вот, посмотрите. Вот. Посмотрите, сигнальная башня. Вот здесь Мелкерзниш. Это захоронение. Солнечное захоронение. И эти солнечные захоронения, жилые башни есть прямо наверху этой горы. А высота, как вы видите, просто огроменная. Еще раз. Вот. Поэтому, мои дорогие друзья, высокогорье наше, конечно, это да. Это да. Великая история, великие войны и великая страна. Потому что вот с обоих сторон, вот эта речка. Я специально хотел показать вам, да, чтобы спуститься оттуда, вот отсюда, набрать воду по этим скалистым местам обратно. А там, посмотрите, вот в самом верху, видите, там жилые башенные комплексы и тоже солнечное захоронение. Это вообще далеко. Так что берегите свою историю, любите нашу историю, приезжайте в горы, изучайте, увидите настоящие боевые, сигнальные башенные комплексы, которые прямо на обрыве, прямо на скалах построены. Это не передать. Это все не передать. Всем удачи. Если вдруг что-то как-то кого-то обидел, прошу прощения. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Мелхист Мохк, но чуть-чуть. Аллаху Акбар. Да, доктор Дуэл, берегите свою историю, любите свою историю. На каком-то маленьком промежутке одного Мохка находится 10-15 боевых сигнальных башен, 20-30 как минимум жилых башенных комплексов. Про склепы я вообще молчу. И это только небольшая часть нашей Родины. Запомните это. И все они древние, не декоративные, не искусственные. Использовались по назначению.